Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Исянмесис, Дослар. Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас гости из Астрахани, потомственные астраханские татары. Очень талантливая семья. Поют, танцуют, любят татарскую культуру и татарскую кухню. Встречаем Наиля и Эльнур Еникеевы. Исянмесис! Здравствуйте, Эльнур! Последний раз виделся с ним летом 2015 года, но сейчас вот он со своей семьей здесь. Виделись мы недавно, да, правда. Еще и с подарками. Да. Мы решили немножко... Давайте я подержу. Я все-таки подержу, а то вдруг не подарите. Теперь рассказывайте, что тут. Астраханские гостинцы. Тут и рыба, тут и икра, тут и помидоры. Это все вместе в Астрахани кушают. Что могу сказать? Мы решили тебя угостить астраханским деликатесом. Попробуешь, потом расскажешь, понравилось или нет. Произведено в Астрахани. Вот так вот, астраханскими татарами. Эльнур Еникеев родился в Астрахани. Музыкой начал заниматься с 19 лет. Победив на вокальном конкурсе в Астрахани, поехал в Казань. После успешного выступления на международном телепроекте «Татармага» был принят и с отличием окончил Казанский государственный университет культуры и искусств класс профессора Венеры Ганеевой. Лауреат и дипломант многих международных всероссийских конкурсов и фестивалей, таких как «Татармага», «Сандуач», «Россия в новом тысячелетии», «Дельта Волги без границ» и многих других. Наиля Еникеева родилась в Казани. До 2014 года проживала в Астрахани. Закончила там Астраханский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит», а также Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». С работой по специальности совмещала активную общественную и творческую деятельность. В составе делегации Астраханской области принимала участие во всемирных форумах татарской молодежи и татарских женщин, проводимых в Республике Татарстан. Занимала должность главного редактора Астраханской областной татарской газеты «Идель». С 2014 года живет в Казани и работает в Министерстве юстиции Республики Татарстан. Ну а сейчас расскажите, пожалуйста, с каким рецептом к нам пожаловали? Мы к вам в гости пришли с двумя блюдами. Одно исконно астраханское, это манты по-астрахански. Второе блюдо тоже имеет свою историю. Астрахань славится рыбным промыслом, городом рыбного промысла, поэтому мы сегодня будем готовить лотосы из судака в маринаде. Так, лотосы из судака в маринаде и манты по-астрахански. Давайте скорее приступим. Так, давайте. Пожалуйста. Я, наверное, буду резать рыбу. Рыбу? Давай. И ты, наверное, будешь резать рыбу. Мы будем резать рыбу. Эльнур, вот тебе нож твой, а Наиля у нас принесла свой личный ножик. Я, говорит, везде с ним хожу. Так, пожалуйста. И можно, в принципе, мне тоже дать задание. Ну, я думаю, Руслан, ты можешь приготовить сам маринад, который состоит у нас из бальзамического уксуса. Так, раз. Соевого соуса. Это 2. Горчицы. Зернистой. Зернистой горчицы. Это 3. 3-4 зубчика чеснока. Все это перемешиваем. Перец и ложечку сахара. Кисло-сладкий соус. Все, задание понятно. Сейчас я все это начну делать. Так, ну а мы приступим, наверное, да? Так, это вам для рыбки, это мне для соуса. То есть в любой последовательности, да? Да, то есть самое главное все перемешать. Ну и чтобы наши мысли не перемешались, пожалуйста, расскажите немного о себе. Эльнур, вот начнем с тебя. Я родился в Астрахани, в семье милиционера. Мама у меня воспитатель, она из города Орла. Отец познакомился с мамой во время учебы, когда там учился в высшей школе МВД. Ну и вот потом, через какое-то время, появился на свет я. Жил в Астрахани и мечтал о Казани, о том, чтобы получить образование здесь. Ну а у тебя первое образование какое?
У меня первое образование экономическое. Я закончил институт социально-гуманитарных знаний, экономическое отделение, финансы и кредит. Но потом понял, что экономист не мое, и стал решить, Не, ну почему экономист не мое? Мне очень нравится и экономическая стезя, но мне кажется, что искусство меня пересилило. Выступая на одном из концертов в Астрахани, мне посоветовали поучаствовать в конкурсе в Казани «Татар-Мунова» 2008. То есть ты приезжал в Татар-Мун на конкурс? Да. Сначала я поучаствовал в Астрахани на отборочном туре, и меня как бы от Астраханской области отправили сюда поучаствовать. Удачно выступив здесь на конкурсе, мне дали рекомендацию поступить в Институт культуры и искусств. В Казани? В Казани, да. И потом ты поступил в Институт культуры? Ну, я, конечно, сомневался, стоит ли это мне делать или нет, но все-таки потом собрался, решился. Было, конечно, непросто, потому что здесь, в Казани, поддержки-то в основном никакой у меня нету. Ильнур, если есть талант, понимаешь, это лучшая поддержка. И сейчас Ильнур нам свой талант и продемонстрирует, я думаю. Давай вспомним вот песню, может, которую на Татар-Муна ты пел? Да, песню я пел там «Татар халық жыры эмегілсім». Сейчас я спою. Шулпан қалы таңата, таң келесем не уята, таң келесем не қырға барып, аюрағын ойната. Басайды үмі келсем, иден әрі келсем, басуында зұр бәқітні шатқылары көрінсін. Басайды үмі келсем, иден әрі келсем, басуында зур бәхетнің шатқылары көрінсін. Молодец, Ильнур. И вот с таким настроением поступил в Институт культуры. Да, в институт. Закончил. Закончил его отлично у профессора народной артистки России Татарстана Нерахат Наганиева. А, у тебя Венера преподаватель? Да, у меня она была преподавателем. Очень было сложно попасть к ней на вступительных экзаменах. Я даже помню, значит, программу отпел и говорю, если я не попаду к вам в класс, учиться я сюда не приеду. Она была этим очень сильно удивлена и сказала, что я возьму тебя. У меня же музыкального образования до этого не было, поэтому мне как немножко было сложновато. Я смотрю, тебе с рыбой сложновато. Не режешь, рассказываешь. Я люблю Смотри, говорить. Наиля же здесь уже все приготовила практически. Пусть она режет. Пусть она режет. Вот такие они, астраханские татары. Мужчины болтают, поют, девушки готовят. Наиля, соус, смотри, пожалуйста, у меня практически готов, но сейчас чесночок остается, мы его выдавливаем туда. Что у вас? Рыбу мы дорезали, мы ее помещаем вот Еще дорезаю, только еще не дорезали. в эту посуду, помещаем рыбу и заливаем ее вот этим маринадом. И убираем в холодильник мариноваться. Сколько она должна там постоять? Ну, я думаю, Пока не придут гости. Пока не придут гости. Так. И как раз ты, Ильнур, хотел добавить. Да, я хотел сказать, что вот когда я поступил к Венерахат Наганиевой, мне посчастливилось еще поучиться у прославленного педагога в Татарстане, это Клавдии Захаровны Щербининой. Я очень благодарен, что я получил багаж знаний от этого удивительного педагога. Большой привет и большое спасибо вам, Клавдия Захаровна. Так, я тоже можно? Помогу. Так, итак, первый слой у нас с рыбы выложен, и сейчас мы уже начнем поливать каждый слой вот так вот немножко соусом. Как аппетит. Но астраханские татары знают толк в рыбе, поэтому на второй они выбрали манты. Вообще, кстати, в вашей семье кто готовит всегда? В нашей семье готовит Да, признайся, Ильнур. Наиля. Я так и думал. Потому что рыбу Наиля резала очень красиво. Наиля, вообще как... Астраханские? Вот по-астрахански. А кроме рыбы-то все-таки наши истинно татарские блюда вы готовите? Конечно. Вот что конкретно ты готовишь? Эшпешмак та пшеребес, Ага. перемешлер де пшеребес. И все там балык, блин. Вы знаете, да, эти балык. известные очпачмаки астраханские. Кайнары. Что-что? Вкуснейшие. Кайнары. В Астрахани. Да, в Астрахани называется кайнары. Кайнары, да. Здесь как бы принято больше печеных как бы делать, а у нас жарят их. Ну, а от слова горячий. Причем такая особенность, что в Астрахани их готовят на масле, жарят, а здесь их все-таки пекут в духовочке. Это мы о перемече говорим. Особенность, да, о перемече. И остаток нашего соуса. Все отправляется в холодильник. Все отправляется в холодильник. Подождем, пока наша рыба замаринуется, но чтобы не тратить время, мы прямо сейчас начнем готовить манты
Для приготовления мантов по-астрахански нам потребуется лук, который у нас Астраханский. порежет Руслан. Эльнур, картошечку за тобой. Я займусь тестом. Для теста мне нужно будет воду, муку, яйца. Обычный набор для теста, как для пельменей. Так, Да? водичка есть? Давай, начинай готовить тесто. Я начну резать. Ну и расскажи нам немного о себе. Я Да. никогда так не делала. Опа. Мгм. Я родилась в Казани, но всю свою сознательную жизнь Мечтала жить прожила в в Астрахани. Ну, так получилось, что переехали родители, родственники многочисленные. Мне потребуется вода, стакан воды, немного соли. Так. Немного соли. Вот. Это обычный набор продуктов для теста, из которого готовят, в принципе, пельмени. У нас самая изюминка будет Чуть в позже. соусе. У нас будет Посмотри, какая соус изюминка, как астраханский. Эльнур. Смотри, прям по ГОСТу режет картофель. Сразу видно, готовился к программе. Мне нужна будет ложка для муки. Пожалуйста. Я получила 2 высших образования, экономическое и юридическое. Вот ты так на всякий случай экономист и юрист. Да. Ага. Да. И стала работать по специальности экономистом, потом юридическое направление меня привлекло. Затем у меня состоялось неожиданное Долгожданная встреча. знакомство с Эльнуром. Как оно было, Эльнур? Вот давай, расскажи ты нам. Ну, познакомились мы, конечно, очень оригинально. Неля пришла по своим делам в одну организацию, где я находился. Ну, я смотрю, девочка такая очень красивая. Я говорю, надо время зря не терять. Познакомились, мне очень понравилась Неля. Ну, я думаю, нужно продолжить это дело. Взял телефон, значит, через некоторое время ей перезвонил, она трубку не стала брать. Ах ты, подумал, Эльнур. А я такой человек, если я ставлю перед собой цель, мне обязательно нужно ее добиться. Ага. Вот моя цель здесь. Она стоит рядом. Наиля, что у нас с тестом происходит? Тесто мы завершаем. Сейчас мы его будем замешивать уже руками. Вот, вы уже закончили лук Сейчас практически. лук я стараюсь сделать мелко-мелко, вот как картошку Эльнур Да, делать. да. Потому что на манты нужно очень мелко. И картофель резать. И Совершенно верно, для того, чтобы у нас успело все быстро пропариться. лук у меня готов. Сейчас я его Так, сейчас у меня будет сыплю. готово. Да, дорезай Да. картофель, и мы вместе все это смешаем. Мое тесто тоже уже почти готово. Наиля, есть у меня к тебе вопрос. Расскажи нам, казанским татарам, как живут астраханские татары? Ну, вообще, Руслан, у нас город многонациональный, Астрахань. Там очень много национальностей проживает. Город Да у нас вообще многонациональный. гостеприимные люди, очень добрые, гостеприимные. И праздники отмечают вместе. Мне потребуется скалка и доска Так, тесто у нас разделочная. готово уже. Давай, Эльнур, немножечко все освободим здесь. Пожалуйста. Я, кстати, посолил, поперчил, немножко можно побольше перчика. Уже И можно добавляем мясо, да. фарш, да? Фарш у нас сегодня говяжий. Смешиваю, все под контролем. Смотри, Да, я все под ответственный контролем, человек. мы все смешиваем, все Вообще, получается, ингредиенты. татары так же живут, как и у нас. Ходят на Сабантуй, проводят все праздники. Да, татары Астрахани очень дружно живут, сплоченно, празднуют праздники. Ежегодно проводят Сабантуй областной. Самый долгожданный Астраханский. праздник на нашей земле. Сабантуй. Вот. Да, Да. потому что в нем принимают участие не только татары, он объединяет все нации. Люди встречаются, как кто друг друга долго не видел, радуются друг другу. И поют, песни песни. Сабантуй. Талы бересі, талларда, талы бересі, талларда. Сандуға ашып әйтіп сайра, сүйген ярым қайларда. Сандуға ашып әйтіп сайра, сүйген ярым қайларда. Сандуға ашып ұшасың ма кептейінде күлләрім. Сандуға ашып ұшасың ма кептейінде күлләрім. Сенің янға барып қайтыр, әр күнні көңілләрім. Сенің янға барып қайтыр, әр күнні көңілләрім. Мне кажется, вот Эльнур готов до конца блюда, до конца приготовления блюда петь и петь, да, лишь бы приготовили. Я люблю очень петь, это, наверное, основное мое занятие. Начинка у меня готова.
Мы тесто тоже уже раскатали. Сейчас, кстати, надо включить плиту. И поставить воду. Да, мантоварочку. Мантоварка у нас классическая, татарская, алюминиевая. Пожалуйста. 4 слоя получится на сегодня? Я думаю, получится. Нам нужно будет смазать формочки. Так, тогда ты Маслом. накладывай. Займусь. Да, сейчас. Так. Ребят, ну, раз вы приехали к нам из Астрахани, раскройте вот секреты татарских национальных блюд. Они отличаются вот в Астрахани от казанских? Есть какие-то такие, которые мы здесь не готовим? Ну, в принципе, в большинстве своем, конечно, блюда одни и те же. Но вот есть, например, белиш такой. Нугай белиш. Нугай белиш называется. Нугай белиш? Нугай белиш. Впервые слышу. Вот. В Казани его называют белиш. Ингредиенты: картофель, мясо, лук, да? А в Астрахани его готовят с рисом и с большими кусками мяса. То есть он по и высоте он очень получается большой высокий. У нас все готово, наверное, приступим, да, к начинке? Да, можно раскладывать начинку вот на эти маленькие кусочки. Особенность такая, вот в каждый кусочек я еще кладу кусочек Масло. сливочного масла, да, чтобы было сочно. Эльнур, давай немного поговорим о твоей творческой деятельности. Где выступаешь, в каких проектах участвуешь? В фестивале, конкурсе я участвую постоянно, потому что я считаю, что артист должен развиваться, смотреть на других, себя показывать. И вот в этом году мне посчастливилось поучаствовать в 2 колоссально огромнейших проектах. Это «Главная сцена» на телеканале «Россия-2». И Григорий Викторович Лепс в этом году открыл свой продюсерский центр и набирал молодых исполнителей туда. Я тоже подал заявку и, продержавшись в топе исполнителей, попал в 10 лучших. А сколько всего участвовало? Ну, наверное, более 600 молодых. 600 исполнителей? Да. И наш Эльнур из Астрахани был в десятке. Да, был 10. Молодец, молодец. Наиля, покажи нам, как же формируются манты по астраханскому рецепту. Но здесь, я думаю, особого секрета нет. Они закрываются так же, как и Обычные не только казанские? как в Астрахани, да. Мы вот берем, соединяем вот так вот Угу. и вот эти вот концы, Собираем. скажем, в форме конвертика такого. Вот. И можем... Вот такие красивые миниатюрные манты у нас получаются. Ну а сейчас, Эльнур, давай все-таки мы попробуем сами. Возьми, пожалуйста, одну заготовочку. Сделать лично, чтобы потом Наиля не хвалилась, что это только она делала манты. Итак, смотри, правильно я сделал? Так, вместе, да. Нет, нет. Вот так вот. Друг напротив Да, друга. раз. Вот эти друг напротив друга. Два. Вот так вот. И соединим соединим. уголки. На самом деле очень просто, дорогие друзья. Записывайте рецепт и пробуйте приготовить манты по-астрахански лично сами. Закладываем последние манты. Помогайте, что вы смотрите? Кунакаки двигается? Вы же теперь казанский. Так. Готовим мы обычно манты мы сколько? 30-40 минут примерно? 40 минут. Вот. Давай сейчас все их поместим. Накрываем крышечкой, и после небольшой паузы мы вернемся к нашему первому блюду, которое называлось у нас... Лотосы из судака в маринаде. Манты по-астрахански. Из яйца, воды, соли и муки замесили тесто, как для пельменей. Мелко нарезали лук и картофель, смешали с фаршем, по вкусу добавили соль и перец. Раскатали тесто, разрезали на квадраты. В центр каждого квадрата выложили начинку и небольшой кусочек сливочного масла. Залепили края конвертом. Затем смазали листы мантоварки маслом, выложили на них готовые манты и готовили на пару 30-40 минут. Уважаемые телезрители, мы вновь в эфире. Сегодня с нами астраханские татары Наиля, Эльнур, Еникеевы. Сегодня мы готовим 2 блюда. Наше первое блюдо, манты по-астрахански, уже готовится. Ну а сейчас блюдо номер 2. Судак, который мариновался в холодильнике, ждет своего часа. Судак наш готов. Нам нужна форма. Смазать ее маслом. Так, И вот такая сковородочка подойдет? Подойдет, отлично. Пока я буду выкладывать судак в форме цветов на эту поверхность. А, у нас же блюдо называется лотос. Лотос. То есть в этом весь секрет, да? В этом весь секрет, да. Достаточно? Достаточно. Пока я буду выкладывать. Так, я, наверное, займусь помидорой. Ильнур у нас режет помидоры для украшения судака. А тебя, Руслан, я попрошу растопить масло и вот сделать соус. Для чего нам масло? мантов.
А, это вот тот самый астраханский Это самая секрет. изюминка. Все понятно. По твоему принципу масла должно быть много. Неля, я раскрою нашим телезрителям секрет. Я знаю, ты работала главным редактором одной известной татарской газеты в Астрахани. Это, кстати, астраханская областная татарская газета «Идель». Этой газете уже более 100 лет. Она очень известная в Астрахани. На ее страницах освещаются в основном события культурной жизни татар Астрахани, новости региона. Но тебе по душе была вот эта работа? По душе была. Я думаю, и о вашем визите на нашу программу будет заметка в газете «Идель» в Астрахани. Расскажи мне, пожалуйста, что за чудо специя или зелень и для чего она нужна? Соус действительно является изюминкой блюда, но ничего особенного вот в этой траве нету. В Астрахани называется он патраш, это сушеная мята. Или, как ее называют в Казани, У нас ее называют бетник. И мы сейчас ее добавляем к мы маслу. ее добавляем к маслу. Вот, Всё вот оно это? уже начало закипать. Да, можно все. Смешиваем со сливочным маслом. И можно сказать, что у нас уже соус для горячего блюда готов. Да, сейчас он отдаст остатки своего аромата. То есть на медленном огне На оставляем. медленном огне мы оставляем, пока у нас манты доходят до своей окончательной готовности. Но, а здесь ведь какая красота, дорогие телезрители, посмотрите, пожалуйста, вот они, лотосы, все это делается вручную. Мы выложили нашу рыбу на сковородочку, теперь мы ее украсим кусочками помидор очень аккуратненько. Так Ну, то есть красиво. помидоры в данном случае здесь для красоты, не для красоты. вкуса, да? Для красоты вот так вот мы их в разной Очень красиво. последовательности. Сколько готовим мы в духовочке это блюдо? Минут 20. Рыба готовится недолго. Кстати, Руслан, а знаешь, почему называется лотос из судака? Потому что лотос – уникальное растение, уникальный цветок, который произрастает в Астрахани. Он очень красивый, и цветет он всего около 3-4 дней. И увидеть его можно в дельте Волги. Лотос цветет в августе. Обязательно нужно знать. Так что приезжайте с июня, занимайте очередь. Так, цветочки наши лотосы готовы. Отправляем их в духовочку примерно на 40 минут. И после небольшой паузы мы попробуем и манты, и наши рыбные цветочки, назову их так. Лотосы из судака в маринаде. Для маринада смешали оливковое масло, соевый соус, бальзамический уксус, сок лимона и горчицу. Добавили чеснок, пропущенный через пресс. Филе судака разрезали длинными тонкими полосками по диагонали, смазали их со всех сторон маринадом и отправили в холодильник. Замаринованную рыбу выложили на смазанный маслом противень рулетами в форме цветка. Помидоры нарезали тонкими ломтиками, которыми украсили лотосы. Запекали в духовке 20-30 минут. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А семья Никеевых уже приготовила все свои задуманные блюда. Будем пробовать. Будем. Я предлагаю первым попробовать лотосы из судака по вашему рецепту. Итак, следуйте за мной. Так не хочется вот эту красоту нарушать, но пробовать нужно. Ну как, Руслан? Я вам скажу, хорошо, что вы переехали из Астрахани. Хоть почаще будете нам готовить вот такие замечательные блюда. Маринад прям волшебный. Мне понравилось, с удовольствием и доем, но манты по-астрахански с секретным соусом. Я предлагаю по одной штучке взять. Опа. Как, руками можно вот татар кушать манты в Астрахани? Можно руками. Бисмилля рахман рахим. Пробуйте, пробуйте. Как ощущения? Мне манты очень понравились, и мне кажется, главная изюминка этого блюда в соусе. Молодцы. Отличный рецепт. Отличный рецепт. Дорогие друзья, от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю вам подарок. Вот эту чудесную сковородочку. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Эльнор, Наиля, большое спасибо, что заглянули к нам на программу с такими интересными рецептами, рассказали нам столько интересного о жизни астраханских татар. Увидимся еще, Лаберса. Ну и в конце, по традиции, прошу вас
как вокалистов, творческих людей, завершить вот это застолье красивой песней. Әстірхәнім туған яғым, сиңа бағышланған жырым, созылып жырлый хәтер кездә, истә қалсын миннән бөләк. Иделкәйнең тамагында гелләнә бакча, Әстірхан туган ягымда жырлау татарча. Иделкәйнең тамагында гелләнә бакча, Әстірхан туган ягымда жырлау татарча. Это программа «Секреты татарской кухни». Это Ильнур, Иля Еникеевы, Бекзур Ахмед. До новых встреч. Пока-пока. Сау булыңыз, достар.